Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу поздравить вас с Новым годом и с Рождеством. Пусть все плохое останется в уходящем году. Пусть Новый год принесет только радость, здоровье, счастье, успех. А сейчас я хочу познакомить вас со стихотворением Константина Фофанова «Нарядили елку в праздничное платье». Нарядили елку в праздничное платье, в пестрые гирлянды, в яркие огни. И стоит, сверкая, елка в пышном зале, с грустью вспоминая про былые дни. Снится елке вечер, месячный и звездный, снежная поляна, грустный плач волков, и соседи сосны в мантии морозной, все в алмазном блеске, в пухе из снегов. И стоят соседи в сумрачной печали, грезят и роняют белый снег с ветвей. Грезится им елка в освещенном зале, хохот и рассказы радостных детей. Следующее стихотворение написал Саша Черный. Рождественское. В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Христос. Месяц, вынурнув из тени, гладил лен его волос. Бык дохнул в лицо младенца и соломою шурша на упругое коленце засмотрелся, чуть дыша. Воробьи сквозь жерди крыши к яслям хлынули гурьбой, а бычок, прижавшись к нише одеяльце, мял губой. Пес, прокравшись к теплой ножке, полизал ее тайком. Всех уютней было кошки в яслях греть дитя бочком. Присмиревший белый козлик на чело его дышал. Только глупый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка хоть минуточку и мне. И заплакал звонко-звонко в предрассветной тишине. А Христос, раскрывший глазки, вдруг раздвинул круг зверей и с улыбкой полной ласки прошептал: «Смотри скорей». Счастья и радости вам в наступившем году! До новых встреч!